Память о Великой Отечественной войне священна и вечна. Сохранить ее помогают архивные документы, литература, фотоматериалы, фильмы о войне, мемориалы и памятники. Писатели-фронтовики Калмыкии внесли особый вклад в победу, мужественно и достойно сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны. Сотрудники Национальной библиотеки имени Амурсанана, посвящая писателям-юбилярам, провели вечер мужества. Это известные поэты, писатели, участники Великой Отечественной войны Михаил Ханинов, Алексей Бадмаев и Андрей Джембиев. Особое место в творчестве народного писателя занимает тема Великой Отечественной войны. Он писал о жизни и судьбах своих однополчан, друзей, об их подвиге, мужестве и героизме. В книге «Жизнь и вечное движение», в которую включены и сказки для детей, рассказы о жизни людей его поколения, о ратных и трудовых подвигах в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время, написанные автором в разные годы жизни. В 2020 году, к 75-летию Великой Победы, была издана книга «Неиссякаем бытия исток». Гейгын Бишихалгар Давшлав на калмыцком и на русском языке, куда во вторую главу вошли стихи военных лет. Ратные подвиги и трудовые успехи Андрея Джембиева высоко оценены Родиной. Он награжден орденом Отечественной войны второй степени, орденом Дружбы народов, медалями за отвагу, за доблестный труд в Великой Отечественной войне, за победу над Германией в 1941-1945 годах и многими другими наградами. В числе почетных гостей родные и близкие писателей-фронтовиков. Дочь Михаила Ханинова, доктор филологических наук, член Союза писателей России Рима Ханинова, представила участникам встречи подробный доклад об отце как о герое документальной и художественной литературы. Основа его творчества была неразрывно связана с темой военной и послевоенной Белоруссии. Конечно, в первую очередь мы должны чтить память непосредственных участников Великой Отечественной войны, в том числе писателей, фронтовиков, писателей и партизан, которые приближали эту победу и которые смогли установить мир во всем мире, по сути. Когда мы вспоминаем о них, вспоминаем не только о них как об участниках прошедшей Великой Отечественной войны, но и как писателях, которые в своем творчестве запечатлели эти трагические и победоносные страницы истории. И поэтому действительно их судьбы стали историей. Что касается моего отца, которому в этом году исполняется 105 лет со дня рождения, то он принадлежит как раз к писателям, среди наших калмыцких писателей, который был еще и партизаном. Других таких у нас нет участников, остальные фронтовики. Это, конечно, накладывает особый отпечаток на его судьбу, на его биографию. И здесь важно подчеркнуть, что есть люди, которые стали легендой. И мой отец, Михаил Ванькович Ханинов, относится к таким людям, потому что при жизни, во время войны, о нем ходили легенды, как Миша Черный, его родно называли «Дикой дивизией», за его голову обещали 10 тысяч оккупационных марок. И это все свидетельствует также и о том, что после войны при его жизни были созданы художественные произведения, повести, рассказы, очерки, поэмы, стихи, посвященные ему, те, кто его знал, и они как раз свидетельство героизма и мужества нашего калмыцкого народа. Андрей Манганыкович Джембиев – один из тех солдат, участвовавших в боях под Холхутой и на озере Манчгудила. В составе 28-й армии он освобождал от немецкой оккупации Элисту. Эти события и не только отражены в произведениях писателя как на русском, так и на калмыцком языках. Воспоминаниями об отце поделилась дочь поэта-прозаика Андрея Джембиева, учитель-логопед Калмыцкой национальной гимназии Надежда Джембиева. Мы, как все люди нашей страны, очень любим праздник 9 мая, Победы. Всегда чествуем своих ветеранов, помним о них. А я хочу рассказать о своей семье.
У нас из семьи, в которой было 5 мужчин, не был на войне только младший, которому было всего 5 лет, мужчина, 5-летний. Остальные все были. Мой дед, он освобождал Ленинград. 2 его младших брата с первых дней они ушли на войну и погибли под Сталинградом. Тело одного нашли, второго до сих пор не могут найти. И отец мой в 17 лет стал участником войны под Хулхутой. В 28-й армии он прослужил и до ранения на Маныче. Освобождал город Элисту. Я начала с деда своего. Он очень любил все праздники. 9 мая для него это был самый главный праздник. Вот этот праздник он отмечал. Остальные для него не существовали праздники. По традиции 9 мая всегда к нам приходили племянники, племянницы, просто знакомые люди, да, которые хотели поздравить их. И у нас всегда накрывался стол. Мой отец дружил с нашей школой, гимназией Калмыцкой национальной. Писал для них стихотворение, пьесу, с которой наши дети выступили на России и заняли 1 место. Давал премии знатокам калмыцкого языка, которые 1 места занимали. Мы решили продолжить эту традицию. И я в прошлом году начала это делать. И мой старший внук, он тоже будет помогать с премиями этими для детей. Отважные воины, достойные сыны Калмыкии, пример для подрастающего поколения. В ходе встречи учащиеся элистинских школ с большим интересом и вниманием слушали о героях, об их подвигах, об их творчестве. Это вечер мужества, посвященный писателям-фронтовикам, писателям-юбилярам, которым исполняется 105 лет Михаилу Ханинову, 100 лет Джембиеву Андрею Манганыковичу и 100 лет Алексею Бадмаеву. В связи с этим недавно в Элисте проводилось мероприятие «Открытый микрофон», на котором участвовали наши дети, читали стихи писателей-юбиляров. И сегодня такое хорошее мероприятие, в котором участвуют наши ученики. Это очень полезное мероприятие, важное мероприятие. Мы должны детям доносить об этой дате и вообще об этом дне, великой победе, чтобы дети помнили, знали, какой ценой им принесли эту победу наши воины, наши ветераны. Мы гордимся своими ветеранами, своими воинами, которые отдали жизнь за наше счастливое будущее. И об этом мы должны говорить нашим детям, нашему подрастающему поколению, чтобы они помнили об этом. Память о писателях-фронтовиках Великой Отечественной войны жива в сердцах их потомков. Наш долг – сохранить память о героизме и мужестве нашего народа, передавая ее будущим поколениям.